Друзья, добрый день! Сегодня мы продолжаем серию наших репортажей, наших эфиров, посвященных подготовке к Новому году, к чудесной поре, когда за столом соберется вся семья, и в 12 часов с боем курантов мы пожелаем друг другу счастья, новых надежд, любви, удачи, ну и всего самого-самого наилучшего. Друзья, посмотрите, какая милота! Вы думаете, что это из шерсти? Нет, она из шерсти. А посмотрите, какая вот такая вот крошечная кошечка, да? Это кошечка. Даже вот хочется окунуться в детство, поиграть вот в эти игрушки. Всю эту красоту всех этих зверушек создает мастерица своими руками с помощью шерстяных нитей специальных, ну и других различных приспособлений, мастерица Людмила Хантаева. Мы у нее в гостях. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Ой, как мило. Это такая прелесть, такие игрушки замечательные. А сегодня мы будем, поскольку тема у нас новогодняя, мы будем подготавливать игрушку, изготавливать, да, новогоднюю. Это будет гномик. Гномик. Так. Вот такой он получиться должен. У него есть борода, все, что нужно гномику, все, что бывает у гномика, борода, шапочка. Все как положено. Все как положено. Глазок у него не видно, зато есть носик. Вот такой вот добрый персонаж, без которого, конечно же, на новогодней елке будет очень скучно. Вот такая игрушечка новогодняя, или, может быть, можно украсить новогодний стол, да, поставить. Его можно повесить на елку. Ну, нужно смотреть, конечно, какая у вас елка по высоте. Вот. И, соответственно, если маленькая, то можно рядом поставить с елочкой. Вот, его, я так думаю, навскидку, ну, довольно-таки, наверное, просто, да, изготовить. Сшить или связать, ну, как вот, для тех, кто занимается рукоделием, конечно, это не составит труда. Ну, а те, кто в первый раз, как я? Кто в первый раз, ну, конечно, нужно немножечко приложить усилия, и я могу рассказать, как сделать его. Прекрасно. Ну, давайте начнем. Давайте начнем. Юля, у вас, значит, есть все материалы. Вот я смотрю, у меня тут, видимо, борода или что-то. Нет, это наполнитель. Это борода у него вот в другом пакетике. Посмотрите, это все отличается. Это у нас холофайбер, да, вот это вот обычный, да? Ну, я называю наполнитель. Обычный наполнитель для игрушек. Ну, то есть вот можете... А борода будет у нас из пуховик, если его нет. Из пряжи для валяния. Да. Это вот кусочек пряжи для валяния. Значит, мы берем вот эти заготовочки. Вот это такие. Из фетра? Да, это фетр, искусственный фетр. А можно использовать другой какой-то материал? Ну, конечно, например, можно драп использовать. Так, а бумагу? Нет, бумага не подойдет. Бумага подойдет. Слишком хрупкий материал, на мой взгляд, поэтому лучше использовать фетр или любую ткань, ну, поплотнее желательно. Ну, то есть ткань может быть разной расцветки, какая вам понравится для туловища. Но мы делаем такой, знаете, минималистичный, такой вот у нас гномик, не разноцветный, вот серенький цвет. Да, в данном случае мне хотелось, чтобы туловище было спокойным, и все внимание было на шапочке. Красный цвет – это цвет Нового года, тем более вот эта пряжа мне очень понравилась в данном случае на шапочку, потому что она имеет немножко блеск, там есть люрекс. Вот. Пряжа средней толщины, и я вот сделала так, чтобы акцент был именно на шапочку. Главная деталь в этом гномике – это шапочка. И так как она связана крючком, значит, у нее есть такая фактура, что мне тоже понравилось. В принципе, шапочку тоже можно сделать сшитой. Можно взять какую-то нарядную ткань, которая вам понравится. Вот у нас два таких крючочка небольших, да? Но шапочку мы будем вязать чуть позже. Давайте сначала займемся туловищем. Так, берем вот нитку с иголкой. Нитка, значит, в цвет туловища. Так, и мы начинаем сшивать вот таким образом. Вот у меня тоже иголка с ниткой. Закрепляем сначала. Так, закрепляем вот так вот. Ну, да, делаем давайте конус. я вам помогу. Так. Значит, вы закрепляете нитку. Вот это место не будет видно. Так, поэтому здесь, в принципе, не важно, как мы закрепили. И после этого мы начинаем просто сшивать аккуратно. Ну, в общем, как вы умеете шить, да. Я думаю, что тут может быть любой шов, потому что он опять-таки не будет виден, он будет закрыт бородой.
Вот я продумала так, чтобы это было по возможности проще, чтобы мог выполнить любой человек немножко. Давайте любая женщина же умеет работать Ну, иголкой, хотя бы конечно, пришить да. пуговицу. И, в принципе, этот гномик может стать таким вот, скажем так, связующим звеном на вечерок всей семьи. Да, Всех можно обязать сделать с детьми посадить посидеть. супруга. Можно сделать побольше гномика. Так. Можно его сделать еще меньше. То есть все от вашей Да, фантазии. это зависит от вашего желания, от ваших предпочтений. Если, допустим, елочка у вас огромная, вы можете, вот, ну, допустим, как украшение под елку, ну, соответственно, гномик должен быть побольше. Да. Так, теперь, Юля, смотрите. Восхитительная. Нитку не обрываем, совершенно верно. Берем донышко, вот такое донышко, значит, и прикладываем. И тоже начинаем пришивать. Ну, здесь мы можем пришить швом вперед иголку для простоты. Вот это обыкновенный шов вперед иголку. Ну, то есть все ваши материалы, нитки, они должны, конечно, быть в тон, да, чтобы это было очень красиво, аккуратно. Если у нас имеется побольше времени, конечно, я рекомендую пришить петельным швом. Но чтобы эта игрушка была, ну, скажем так, многоразового использования, да? Ну, просто будет как бы прочнее. Ну, если кто-то петельный шов, просто он дольше. Вот здесь на игрушке петельный шов. Петельный шов, да, это вот как, да, как на машинке. Оберточный. Да, вот да. когда мы для пуговиц делаем прорези, вот мы пользуемся таким, если вручную делать, мы пользуемся вот такими стежками, и, соответственно, ну, просто для прорези для пуговиц мы делаем это чаще. Людмила, а вы в школе преподавали труды или где вы там трудились? Я преподавала физику. Ого-го. И как эта физика совмещается с рукоделием? Ну, просто рукоделием я занималась всегда, с детства. Мама меня научила вязать, шить. И у нас в школе, когда я училась и была маленькой, тоже были труды. Мы там тоже учились всему. Тогда же девочки и мальчики занимались отдельно. Мальчики занимались всяким столярным ремеслом, слесарным. Интересно, а сейчас дети занимаются вот такими? Ну, сейчас, да, занимаются, но уже немножко... Когда дети становятся постарше, мне кажется, они уже переходят на робототехнику, что-то ну, такое, уже более современное. Да, более что-то с технологиями связано, да? Вот. Но все-таки мне кажется, вот то, что нас учили работать иголочкой, ниточками, и вообще вот что-то, чем-то заниматься такой мелкой моторикой, мне кажется, это гораздо полезней, нежели нажимать на кнопочки. Ну, современные дети все равно без кнопочек никак не обойдутся, конечно. Да и это у них уже как бы заложено прям с самого-самого раннего детства. Это туловище. Юлечка, Слушайте, простите, я меня, вот только сейчас поняла, что я что-то... нужно было оставить отверстие для набивочки. Да. Так, у меня тут еще ниточка запуталась немножко. Ну, сейчас я распорю и оставлю маленькую дырочку для того, чтобы... И вот этот наполнитель должен войти весь. Наполнитель, чтобы вошел. Да, это ничего страшного. Я его поправила. Так, я вот тоже тут что-то заговорилась и тоже чуть не зашила полностью. Скажите, а когда вы занялись игрушкой? Вот вы занимаетесь давно, я так поняла, ну, изготовить и вообще научиться изготавливать вот такую милоту, причем очень небольших таких размеров. И посмотрите, как все детально, настолько все проработано, какие вот личики вот у этих, даже не поворачивается слово сказать, мордочки у этих животных. Но это так мило, и это требует, ну, действительно какой-то сноровки, какого-то опыта большого. Как долго вы занимаетесь вот этой игрушкой миниатюрной? Этой игрушкой я занимаюсь 2 года. Я обучалась в онлайн-школе школы Наташи Косовой. Так, это мастерица такая очень признанная, да? Она была, ну, есть основоположник вот этого направления миниатюры, миниатюрные игрушки. Потом я прошла продвинутый онлайн-курс. И после этого я еще занималась в клубе. Наташа организовала клуб, онлайн тоже клуб, где мастерицы разных уровней мастерства общаются друг с другом,
хвастаются своими работами. Ну да, Да, да. можно посмотреть на то, что сделал другой мастер, вдохновиться, ну, как-то что-то перенять, какие-то советы получить. По крайней мере, вот там очень такое хорошее общение, очень доброжелательное. А вот смотрите, вот этот зайка, он прямо как будто шагнул из открытки вот новогодней советской. Он такой милый, такой, вот хочется его прям потормошить, но он такой маленький, такой хорошенький. И это все, это не мех ведь, а это шерсть. Это пряжа. Пряжа. Это специальная То есть пряжа вы с ворсом. Да, покупаете эту пряжу, да? Да. Эту пряжу с небольшим ворсом нужно обязательно купить, найти, потому что она не везде продается. Вот. И вот в клубе мы этому научились. И вот эти игрушки сделаны по мастер-классам мастеров, которые как раз-таки с Наташей, да, работают в этом клубе, ведут этот клуб. И посмотрите, все цвета какие, как это все вывязывается, да? Да, это вывязывается крючком. Вот скажите, Наташа придумала интересная... эту технику, которая предполагает отсутствие подсчета петель. То есть все вяжется по схеме, практически на глаз. Ну, чем чаще сверяешься со схемой, тем лучше, конечно. Ну, вот. то есть, а потом это все красится. В принципе, это несложная техника, да, видимо, если вот так разобраться? Техника, она сама по себе понятная и несложная, но она трудоемкая. Она очень трудоемкая. И, да, и действительно, вот моторика, она должна просто, вот ваши пальчики будут прям вот, ну, совсем, вот наше так. туловище. Вот правда, туловище, вы его сами закончила. уже тут закончили, пока мы тут болтали. Туловище получилось у нас, вот смотрите, конус. Это, в принципе, ну, совсем не сложно. С этим может справиться и ребенок. Ну, конечно же, в зависимости от возраста. Если совсем малыш, то, конечно, под присмотром мамы, да, все это происходит. Я думаю, что в начальной школе дети уже учатся владеть иголочкой, ну, азами, ниточками, общем, да. ножницы. И под присмотром родителей, я думаю, что вполне можно уже как бы к Новому году готовиться вот таким образом. Так, теперь, Юля, берем проволочку. Проволочка, вот она. Да, красненькая проволочка. На уровне примерно 2 сантиметров протыкаем нашего будущего гнома. Это мы делаем ручки, да? Да, это будут ручки, совершенно верно. И вставляем туда проволочку. Так, проволочка. В общем, нужна проволочка, фетр, наполнитель. Если нет проволочки, то можно взять просто нитку или веревочку. Тогда у нас ручки будут такие вот. Тогда ручки будут свисать мягкие. Вот как у этого гномика. Вот а варежки. вот у нового гномика, который мы делаем, я решила сделать проволочки, тогда ручки могут принимать любое положение, которое мы захотим. Можно вот так поднять потом, да, опустить одну ручку, одну поднять. Да. Так, значит, вот там, где у нас шов, так, это у нас будет перед. Тут будет борода, она Хорошо. будет закрывать шов. У нас есть ручки, которые сделаны из самоотвердевающей глины и подкрашены масляной краской. И прям в тон шапочки. Вдеваем, да? Да, мы вдеваем просто-напросто. Я там сделала отверстие, так, ну то есть я значит, как бы уже немножечко подготовились. Да. То есть, а вот глина, а можно, слушайте, глину заменить, мне кажется, тестом. Можно запекаемым тестом, или даже не запекаемым, оно сохнет и уже затвердевает. И соленое тесто, по-моему, есть такая техника. Да. То есть и покрасить, совершенно верно. Вот. Можно взять, сейчас существует такой легкий пластилин, который тоже застывает на воздухе с течением времени. И он уже соответствующих цветов, и, соответственно, из него можно слепить вот эти варежки, рукавички. Варежки у вас могут тоже быть совершенно, ну, допустим, вот здесь вот маленькие варежки, да, а можно подлиннее сделать. Да. Можно даже какие-то узоры. Можно сделать как бы рукава, а потом варежки. Вот как ваша фантазия подскажет, так и... Потому что гномики бывают разные. Да. Теперь мы берем бороду. Заготовочка бороды. Но это не... А, кстати, можно же и ватную бороду, да? Да, можно. Если уж нет, допустим, вот такой вот шерстяной нити.
Вот это у него низ, Для валяния. а вот это верх. Это наоборот вверх. Потому что внизу у него заостренная оборотка. Понятно, Мы ее так. можем еще подправить, подкрутить. Да, можно и Не заплетать. забываем, что вот тут у нас, где шов, это личико. перед. Мгм. Мы сюда наносим немножко клея Мгм. и просто приклеиваем оборотку. Мгм. Вот, это все очень просто. Это все очень просто. Я Да, себе тоже посмотрите, приклею друзья, бородочку. вот. То есть лица у нас нет, потому что мы сказали, что на лице у нас будет шапочка и носик. То есть у него шапочка как бы надвинута на глаза и закрывает глаза. Мгм. Почти. Осталось что сделать? Вот у нас заготовка шапочки. Мгм. Вот у этого гномика шапочка с ушками. Мгм. Вот этот гномик интересен тем, что у него шапочка с ушками. Мгм. Вот ушки я подготовила. Мгм. На них, значит, такие Бусинки. симпатичные бусинки. Мгм. И мы можем эту шапочку довязать вот так конусом Мгм. с помощью вот таких ниток и с помощью крючка. Мгм. Так, берем уже крючочек и вяжем, вывязываем. Так, конус, да? Просто Да. вяжем. Так. Кто совсем не ориентируется, у меня есть шпаргалка. Так. Первый ряд 22 петли, Первый второй ряд 22 петли и так далее. Так, ниточку не обязательно привязывать. Можно просто начать с любого места. Мгм. Вот берем и начинаем. Подхватываем петельку. Мгм. И вывязываем 26 в общем, 22 26 петли. 22 петли. Да, по кругу полностью. Ага. В каждую петельку у нас получится одна петелька. А вы умеете, Юля, вязать крючком? Ну да. Так, а вы сколько петель там сделали? Не помните. А это не важно даже, Юля. Вяжите прямо вот каждая петля в петлю. Просто вяжите 22 петли, у вас и будет. Вы когда дойдете до конца ряда, у вас будет 22 петли. Мгм. Вот, Ну, видите? естественно, количество петель будет зависеть от толщины нити, Мгм. от номера Вообще, крючка. Да, потом от Вот того, если, насколько уважаемые ваше зрители, вы будете туловище. вязать, значит, соответственно, вы сами смотрите. Это зависит от пряжи, Мгм. от крючка. Ну, крючок подбирается под пряжу, конечно. И, соответственно, у нас получится шапочка. Мгм. И даже если мы не смотрим, сколько там петель, все равно можно, ну, как бы визуально наблюдать, чтобы шапочка сужалась кверху, чтобы она была остроконечной. Мгм. И слушайте, вот знаете, погружаешься прям вот во все вот это дело, во всю эту историю. Да, это как медитация. Забываешь про свои гаджеты, в которых мы сидим без конца, да? И это очень полезное действие. Оно как-то умиротворяет, да? Приводит ваше душевное состояние в какое-то вот такое Да. стабильное состояние. Мы немножко отвлекаемся от вечных бегов. Да, У нас же темп жизни-то вот такой, все в бегах. от каких-то проблем. Да, а здесь можно То есть посидеть, успокоиться. посидеть спокойно. И когда, допустим, вы этим делом занимаетесь со своей семьей, ну это просто, мне кажется, самые дорогие часы. Да, для детей, мне Для кажется, детей. вот пообщаться таким образом за этим делом с родителями, это очень ценно. Особенно сейчас, в наше время. Мгм, когда нам некогда. Да, родителям всегда некогда. И даже поговорить с ребенком некоторым родителям тоже как-то не выпускают это из вида. Я вот работала в школе, поэтому имею представление о таких проблемах. Мгм. А если вот Заниматься такой заниматься деятельностью. с детьми, ну, не от случая к случаю, а как-то почаще, то многих проблем можно избежать. Мгм. То есть выстраиваются очень такие доверительные отношения. Да. И доверие, и авторитет. Получилось и в итоге вот такая вот шапочка. Вот так вот мы связали конус. Да, вот такой же. Дальше что мы Так, делаем? теперь нужно Мгм. на вот этот кончик конуса надеть бусинку. Так, бусинка. Бусинка у нас вот. Да, бусинка у нас есть. И мы просто продеваем через бусинку. Мгм. Бусинка имеет Отверстие и просто. отверстие. Да. Ну что-то я не могу попасть в нее. Так, возьмите вот эту. Мгм. Так,
А я попробую здесь. Ну вот я сделать. на всем готовеньком. И делаем просто, фиксируем, да, вот эту бусинку Да, с помощью узелочка. там нужно завязать узелочек. Так, тут у нас... Мы берем фольгу. Угу. А, фольга здесь для Да. чего-то. Так. И мы ее так вот накладываем. Ага. Это пищевая фольга, Да, это пищевая которая фольга. хорошо гнется. Она принимает позволит форму. шапочке принимать ту форму и немножко объем добавляет. Поэтому я вот решила использовать фольгу, потому что у нас же конус такой прямой получился. А мне хочется, чтобы тут была немножко объемная у шапочки. И мы надеваем эту шапочку, вот где меньше расстояние, мы вот так ее надеваем. И закрываем фольгу. И натягиваем. Все у нас получилось. А не надо приклеить, допустим, висеть будет, когда на Да, елке, надо либо можно пришить, либо Ага, приклеить. Либо приклеить. Да. Хорошо, друзья. Ну, пока держится, ну, пока, потому что плотно. пока держится. У меня Вот, тоже оказывается, вот так для чего фольга. фольга. Ну, фольгу тоже можно заменить чем-то, да, бумагой какой-то. Да. Да? Ну, просто фольгу я взяла для того, чтобы была форма. И еще, если наполнить фольгой, кусочек фольги, положить прямо вот в эту макушку, так. тогда эта макушка будет принимать форму. Если вы хотите ее согнуть, она будет держаться. Вот такая хитрость. Да, хитрость. Или она будет вверх смотреть. И поэтому я вот решила использовать фольгу. Все вот эти ниточки убираем, прячем, надеваем шапочку. И закрываем фольгу. Ой, я неправильно надела шапочку, извините, задом наперед. Меняем, потому что вот эти ушки, они должны на бороду. Вот таким образом. Так, что мы дальше еще делаем? Осталось приклеить носик. Ага, носик. Все. Носик у нас опять-таки это глина, да? Вот в данном самоотвертевающая случае. глина, немножко подкрашенная. Вот просто такой кусочек, как камешек округлый. То есть Берем можно клей. тесто использовать, Можно да? тесто. Берем клей. Так, намазываем. И приклеиваем ровно под шапочкой. Немножко придерживаем. У нас получается вот такой гном. Ну, собственно, Поздравляю, Вера. собственно, все. Вот, посмотрите, получился гномик у нас вот такой вот миленький. Вот. А за вот эту веревочку можно повесить потом на елочку. Да, из нее нужно сделать петельку. А ножки? Ножки, если, допустим, мы приклеиваем прямо вот над конусом, да, вот так вот? Нет, ножки мы приклеиваем прямо на донышко? Прямо на донышко. А, на донышко? Вот таким образом они будут торчать. Прямо под вот этими хвостиками шапки. Подбородкой. Вот два хвостика торчат. Так. И, соответственно, вот так приклеиваем. Давайте. А можно обойтись без ножек. Ну вот хочется как-то, чтобы у него были Да. ножки. Пусть будут ножки. Если хочется. Прямо на донышко, да? Прямо на донышко, да. Вот так. Вот, совершенно верно. Вот так придержим. Нужно просто немножко подержать. Но осторожно, этот клей, он может и кожу немножко задеть. Вот. Видите, как хорошо смотрится? Посмотрите. Очень мило. Видите, Уже сразу как-то- вид другой немножко. Да, вот да. эта деталька все-таки она как-то Лучше. изменяет образ. Немножко, но меняет. Да, очень хорошо. Все-таки больше деталей. Можно из пластилина, Да, вот, использовать. вот этот Или тесто. легкий пластилин, То есть, он посмотрите. застывает. Вот какая милота у нас получилась. Вот такой хорошенький, веселенький гномик. А глазки можно, допустим, сделать из маленьких черных бусинок. Да. Бисеринок. Угу. Вот тоже гномик. Ух ты. Вот такой Вот. получается. И вот у него, значит, ручка такая. Вот он. Так вот. Машет. Посмотрите.
Вот, Да, можно варежка. поиграться, ручки поставить так, можно поставить сяк. В общем, он приветствует всех, гномик. Да. Мгм. И у вас Вот тоже у ножки меня появились. тоже ножки. Вот. Так что, друзья дорогие, изготовить вот такого чудесного гнома не составляет никакого, собственно говоря, вот тяжелого какого-то труда. А главное все подготовить, все материалы. То, что у вас есть дома, можно использовать какую-то плотную ткань, драп там, допустим, кусочек шерсти, да, Вот что шерстяной есть, ткани. то и можно Да, использовать. Просто наполните. нужно подумать, подобрать, чтобы подходило к друг другу, и продумать акцентную деталь шапочку. Из чего она будет, какого она будет цвета. Но в данном случае у меня варежки у гнома и шапочка одного цвета. Если вам хочется что-то другого, можно попробовать, Да. проэкспериментировать. Допустим, варежки сделать какими-то там желтенькими, Да. яркими. Ну что, дорогие друзья, вот мы с вами поучились изготовлению еще одной новогодней чудесной вещи, игрушки новогодней, которую мы можем повесить на елочку. Что будем пробовать?